Добрый день, уважаемые жители района. Сегодня 27 мая, в четверг, мы по традиции в администрации района проводим брифинг по профилактике коронавирусной инфекции. На сегодняшнем брифинге участвует начальник отдела муниципальной службы информационно-аналитической и кадровой работы Рустам Дергамеддинович Исамеддинов, заведующий кабинетом медицинской статистики Верхнеуркиевской центральной районной больницы Гульназ Ришатовна Нуриева и руководитель 122-й пожарно-спасательной части 18-го пожарного спасательного отряда Загит Рифкатович Шейхетдинов. Итак, вначале ознакомимся с общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в республике. Рустам Дергамеддинович, вам слово. Добрый день, уважаемые жители района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Башкортостане зафиксировано 37 842 случая заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 88 случаев. На сегодняшний день в стационарах республики лечение получают 161 человек, из них в тяжелом состоянии 26. На амбулаторном лечении находятся 1433 человека с легкой формой заболевания. За сутки выписаны 132 пациента, всего за период пандемии 35 733 человека. За прошедшие сутки зарегистрирован один случай смерти от COVID-19. Всего умерших 516. Как нам известно, глава республики внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, который касается именно проведения в республике народного праздника Сабантуй и открытия пляжей. Расскажите нашим зрителям об этом подробнее. Глава Башкортостана Ради Хабиров сегодня внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований могут работать специально оборудованные пляжи. При этом на пляже не распространяется требование об обязательном ношении масок. Народные праздники Сабантуй в районах республики пройдут по графику, утвержденного соответствующим указом главы Республики Башкортостан. Организаторы должны соблюдать рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов, по профилактике COVID-19 в предприятиях торговли, по организации работы зон рекреации в водных объектах в условиях рисков распространения коронавируса и других требований Роспотребнадзора. Территорию проведения Сабантуя необходимо выбирать с учетом возможности соблюдения жителями социальной дистанции. Организаторы также должны контролировать, чтобы все участники были в масках, проводить входную термометрию по возможности и дезинфекцию, обеспечить условия для гигиенической обработки рук. К сведению земляков, в райцентре в селе Верхнеуркиево Сабантуй пройдет 12 июня, в селах и деревнях 13 июня соответственно. Спасибо за информацию. А теперь ознакомимся с текущей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в районе. Гульназ Ришатовна, вам слово. Добрый день, уважаемые жители района. За весь период наблюдения по состоянию на 27 мая 2021 года всего в нашем районе зарегистрировано 616 положительных лабораторных тестов на COVID-19. Это плюс 4 новых случая за прошедшую неделю. Из них выздоровели 603 пациента, это плюс 4 выздоровления за неделю, что составляет 98%. На амбулаторном лечении на сегодняшний день с легкой формой заболевания находится 8 пациентов, стационарное лечение в инфекционном госпитале получают 2 пациента. К сожалению, в нашем районе в этот год зарегистрировано 3 случая смерти от новой коронавирусной инфекции в инфекционных госпиталях. Как проходит вакцинация в районе против коронавирусной инфекции? Мы планомерно продолжаем получать дозы вакцины. С этой недели началась поставка 2 других зарегистрированных вакцин. Это Эпивак Корона и Коронавак. Они поступают к нам, конечно, пока в малых количествах, но тем не менее мы начали их получать. На сегодняшний день всего поступило 2745 доз вакцин Гамковид-Вак или Спутник Ви, 20 доз Эпивак Корона и 110 доз Коронавак. В остатке на сегодняшний день находится 251 доз вакцин для проведения вакцинации. Напомню, что для достижения популяционного иммунитета необходимо провакцинировать 60% взрослого населения, что составляет 14 070 человек в нашем районе. Всего проведено 2489 вакцинаций, это плюс 260 вакцинаций за прошедшую неделю.
Вторым компонентом из всех провакцинированных охвачено 2066 человек. Вакцинация также продолжает проводиться во втором кабинете второго этажа здания нашей старой поликлиники после осмотра врача-терапевта в кабинете 2А. Процедура проходит в два этапа. После введения первого компонента через 21 дней вводится второй компонент. По вакцине CoronaVac интервал составляет 14 дней, в остальных 21 дней. Обязательно после прививки необходимо находиться в нашем медицинском учреждении в течение 30 минут под наблюдением. Подходить надо обязательно с паспортом и с НИЛСом. И защитный титр антител вырабатывается через 3-4 недели после введения второго компонента. Также в нашем районе продолжают работать передвижные комплексы на базе фельдшерско-акушерских пунктов. Сегодня выезд проводится в Исанбаевский сельский совет. 28 мая будет проведен выезд в Витеевский сельсовет. Также мы добавочно выдвигаем передвижной ФАП в деревню Ташкичи и Чуй-Атачево в связи с отсутствием фельдшера ФАП. И 31 мая будет проведен выезд в Вишкаровский сельский совет. Еще раз хочу напомнить возможность записи на вакцинацию. Это через портал государственных услуг, через мобильное приложение к врачу или на республиканском сайте Доктор РБ, по единому телефону колл-центра 122, в ситуационном антиковидном центре по номеру 8 347 218 19 19 и через регистратуру нашей центральной районной больницы по телефону 561 82. Хочу еще раз отметить, что поступившие дозы вакцины двух других зарегистрированных вакцин, таких как Эпивак Корона и CoronaVac, в первую очередь будут вакцинироваться люди, которые находятся в листе ожидания в наших таблицах. Поэтому, если вы изъявляете желание провакцинироваться этими вакцинами, вам обязательно необходимо также записаться по этим телефонным номерам и быть в наших листах ожидания. Спасибо за информацию. Следующая актуальная тема, которую хотелось бы донести до наших жителей, это заболевание геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. То есть нам больше известно как мышиная лихорадка. Гульназ Ришатовна, как можно защититься от этой болезни? Что порекомендуете нашим жителям? Действительно, по Республике Башкортостан в этом году уже имеются зарегистрированные случаи от геморрагической лихорадки с почечным синдромом, и, как уже было правильно отмечено, в народе называют мышиной лихорадкой. Это вирусная инфекция, она характеризуется выраженной сезонностью. Этот сезон с мая по декабрь. Чаще болеют мужчины, это почти 70-90% всех больных. Наиболее активный возраст приходится от 16 до 50 лет. Преимущественно это работники промышленных предприятий, это водители, трактористы, работники сельхозхозяйств. Но женщины и дети, конечно же, болеют реже. В Башкортостане основным резервуаром, переносчиком и источником заражения людей является европейская рожевая полевка. Она способна накапливать и выделять вирус ГЛПС в чрезвычайно больших концентрациях, и человек сам является также очень высококонтагиозным с этим вирусом. При этом грызуны только являются переносчиками этой инфекции. Они бессимптомно переносят эту вирусную инфекцию, а также у них имеется способность передавать этот вирус своему потомству. Вирус содержится в крови рыжих полевок и наиболее интенсивно выделяется из организма с мочой, с калом, со слюной в первый месяц после заражения. Крысы практически не являются источником инфекции. От человека к человеку инфекция ГЛПС также не передается. Ведущим путем инфицирования человека является воздушно-полевой, когда быстро высохшие выделения грызунов поднимаются в воздух и при условии пылеобразования попадают в организм человека. Это может быть при уборке помещения, валке леса, сбор хвороста и так далее. ГЛПСом также можно заразиться при употреблении в пищу продуктов, загрязненных выделениями грызунов,
Также известны случаи, когда заражение происходит при соприкосновении с грызунами. Около половины заражения также происходит во время прогулок в лес, сбора грибов, орехов, ягод и так далее. Какие же признаки заболевания? Основные симптомы начинают проявляться через 7-14 дней после заражения. Максимально это может быть 40 дней. Начало заболевания она напоминает острую респираторную инфекцию. Это повышение температуры тела, озноб, может быть боль в мышцах, общая слабость, аппетита, иногда тошнота, рвота, жидкий стул. У некоторых больных отмечаются катаральные явления, такие как боль в горле, покраснение, зева и так далее. Характерным симптомом также является ухудшение зрения. Обычно пациенты предъявляют жалобы на то, что у них туман или мушки перед глазами. Боль бывает в глазных яблоках и так далее. На 3-й и 5-й день болезни присоединяется боль в пояснице и в животе. Иногда на коже могут появиться геморрагическая сыпь. Нарушается функция почек, и больной может отметить, что он очень редко начал ходить в туалет, постоянно беспокоит жажда, сухость во рту, икота возможно носовые кровотечения. И, конечно же, в этих случаях не надо заниматься самолечением, и мы настоятельно рекомендуем обратиться к врачу. Лечение таких пациентов проходит только в стационарных условиях. Самолечение очень опасно, потому что эта инфекция, она оставляет за собой последствия и тяжелые осложнения. Как же защититься от заражения? Конечно же, важным мероприятием в профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом является истребление грызунов. Но самим людям необходимо также вести и свою постоянную борьбу с грызунами. Это проводить отравление мышей на своих веренных участках. Это мышеловки 2 раза в год, весной и осенью. Необходимо помнить, что погибших зверьков надо убирать в перчатках и в респираторе, сжигать или закапывать на глубину не менее 50 сантиметров. Не устраивать свалки из пищевых отходов, ботвы и травы, строительного мусора в садах и прилегающих территориях. Они могут стать местом обитания грызунов. Уборки помещения, дач и садовых домиков необходимо проводить также в медицинской маске, марлевой повязке и с использованием дезинфицирующих растворов. Весной помещение надо постоянно проветривать, а постельные принадлежности проглаживать утюгом или просушивать на солнце в течение 3-5 часов. Не оставлять продукты питания в доступных для грызунов местах, хранить только в закрытой таре. Если продукты портятся грызунами, их, конечно же, необходимо уничтожать. При употреблении овощей и фруктов в сыром виде необходимо тщательно промывать их водой и обдавать их кипятком. При заготовке и перевозке сена, соломы, кормов, дров из леса, при работе на садовом участке необходимо также соблюдать правила личной гигиены. Обязательно работать в рукавицах, одевать медицинскую маску, марлевую повязку, которая защитит ваш рот, нос. И мы также не рекомендуем курить и не принимать пищу, когда вы работаете с землей, а после ее окончания обязательно перед едой также необходимо тщательно мыть руки. При посещении леса во время пикников, в туристических походах для отдыха и ночевок необходимо выбирать места не на опушке леса или поляне. Необходимо избегать захламленных участков. На землю стелить одеяло или плотную ткань, не оставлять продукты на земле. Их необходимо подвешивать на дерево или оставлять в машине. При сборе хвороста прикрывать рот и также соблюдать средства личной гигиены. ГЛПС наносит серьезный ущерб здоровью, приводит к тяжелым осложнениям. Вакцинации от данной инфекции не существует,
Поэтому я призываю вас насторожиться, увеличить бдительность и при появлении данных симптомов в первую очередь обратиться в медицинскую организацию. Благодарим вас за подробную информацию. Следующий вопрос, который мы обсудим, это о пожарах. На территории республики с 17 апреля 2021 года до особого распоряжения действует особый противопожарный режим. Загид Рифкатович, расскажите, пожалуйста, какая у нас обстановка по пожарам и что рекомендуете нашим жителям в этот пожароопасный период? Сразу после схода снега резко возросли случаи загорания травы, мусора и стерней на полях сельхозпредприятий. Ежедневно по 2-3 раза пожарные выезжают на ликвидацию различного рода загораний. По состоянию на 27 мая 2021 года в районе произошло 35 пожаров. На пожаре погиб 1 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров возросло на 46%. Хочу привести некоторые примеры последних пожаров. 15 апреля при сжигании мусора и сухой травы загорелась веранда частного жилого дома в селе Верхнее Аркеево. Только благодаря бдительности соседей пожар не получил дальнейшего развития. В этот же день пожарные подразделения еще 2 раза выезжали на тушение таких загораний. 15 апреля произошло загорание травы около деревни Буляк. Имелась угроза распространения огня на лесной массив. 19 апреля текущего года в селе Новокуктово бесконтрольное сжигание травы привело к переходу огня на надворные постройки. В результате пожара пострадали 2 домовладения. Создалась угроза распространения пожара на остальные жилые дома. Тушение пожара усложнялось сильным ветром. Ценой огромных усилий работников пожарной охраны, добровольных пожарных команд сельских поселений, ООО «Урал» и жителей удалось предотвратить большого ущерба. Вечером того же дня произошло загорание травы в районе насосной станции между селами Старокуктово и Верхнее Аркеево. Огонь мог перекинуться на строение насосной станции и торфяные залежи. 27 апреля в Нижней Аркеево произошло загорание травы на Большой площади. Возникла угроза перехода огня на жилые дома, на автозаправочную станцию и другие близлежащие предприятия. 9 мая в деревне Шаметово из-за оставленной без присмотра топящейся печи бани возник пожар, в результате которого полностью были уничтожены 1 жилой дом и все надворные постройки 2 домовладений. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседний дом. Лишь благодаря своевременному прибытию пожарной команды Аккузевского сельского поселения удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара. 15 мая на одном из предприятий района из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ загорелась сухая трава и огонь перешел на территорию соседнего предприятия. За каждым случаем возникновения загорания стоит человек. Это его халатность, неосторожность или умысел. Нередко люди переоценивают свои возможности. В прошлом году супруги на территории своего домовладения сжигали мусор. Но возникший порыв ветра перекинул огонь на сухую траву, который мгновенно распространился на строение. Согласно правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации номер 390, запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерней, пожнивных остатков на землях сельских поселений и землях запаса, разведение костров на полях. Но некоторые руководители сельхозпредприятий, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжают сжигать стерню на полях. Правило также обязывает правообладателей земельных участков, собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков сельскохозяйственного назначения принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. Указом главы Республики Башкортостан 17 апреля на территории республики введен особый противопожарный режим. Также особый противопожарный режим на территории нашего района введен постановлением главы администрации района. Рекомендовано гражданам воздержаться от посещения лесов на территории района. Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей, на должностных лиц от 6000 до 15000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 20
тысяч до 30 тысяч рублей. На юридических лиц от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, который в настоящее время действует, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества, либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 50 тысяч до 60 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток. На юридических лиц от 350 тысяч до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток. За уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенным путем неосторожного обращения с огнем, уголовная ответственность. Благодарим вас за такую подробную информацию. Уважаемые лишицы, на этом наш брифинг подошел к концу. Берегите себя и своих близких.